Здравствуйте. Послезавтра в Алдане в воскресенье стартует зимняя спартакиада народов нашей республики. Прежде спартакиады проводились только по летним видам спорта, и вот впервые по зимним. Столичные спортсмены примут участие во всех 9 видах программы. Она, кстати сказать, разделена поровну между городами Алдан и Нерюнгри. Сегодня мы с вами познакомимся с планами наших хоккеистов, а также участников соревнований по шорт-треку. Но вначале рассказ о наиболее значимых событиях дня. Здравствуйте! Ежегодный фестиваль туризма «Полюс холода-2007» стартовал в пятницу в селе Тамтор Аймиконского района. Главным гостем на этот раз стал Дед Мороз. Накануне Дед Мороз посетил школу-гимназию номер 8, а также республиканскую школу глухонемых. В программе фестиваля театрализованные представления, выставка-ярмарка национальной одежды, прикладного искусства и национальной кухни народов Севера, а также конкурс «Мисс Полюс Холода», праздник оленеводов, гонки на оленьих упряжках, метание аркана, прыжки через нарты, спортивные состязания и подледный лов. А вот Санта-Клаус почему-то в этом году на фестиваль не поехал. Да, но зато праздник на полюсе холода смогут увидеть телезрители Германии. На фестивале работает съемочная группа Второго канала Германии. Сегодня в торговых рядах Кружала завершается республиканская декада бытового обслуживания. Здесь в течение дня проходила выставка изделий женской одежды «Золотой стежок-2007». Свои работы представили швейники 15 предприятий бытового обслуживания нашей республики. И буквально в эти минуты на подиуме проходит дефиле, в ходе которого жюри определит лучшие работы. А следующая информация пришла из прокуратуры. Она особенно актуальна накануне открытия сезона рыбалки. Органы прокуратуры выявили многочисленные нарушения в деятельности Якутрыбвода и управления Россельхознадзора. В частности, прошлой весной были незаконно ограничены сроки рыбной ловли на озерах и реках республики. И в то же время, как отмечает прокуратура, инспекторы достаточно вяло реагировали на случаи браконьерства. В частности, они не принимали должных мер по взысканию имущественного вреда с нарушителей. Одновременно прокуратура установила случаи незаконного привлечения к ответственности рыбаков. И в заключение о некоторых событиях предстоящих выходных дней. В субботу и воскресенье на льду Белого озера состоятся 2 этапа ежегодных автомобильных гонок «Полярная звезда». О своем намерении принять участие в этих стартах заявило 23 участника. Новинка этого года – соревнования картингистов. Они также пройдут на льду. Да, это будет очень необычно наблюдать. Посмотрим, как это будет выглядеть. А в воскресенье, кстати, горожане ведь провожают зиму-зиму. Эпицентр событий этих – Комсомольская площадь и парк. Начало в 11 часов дня. И напомню на всякий случай, что в ночь на воскресенье Россия переходит на летнее время. Да, и, кстати, о летнем времени, о лете вообще. Вот сегодня в пятницу сравнительно было тепло, а как прогнозируют синоптики, в субботу и воскресенье будет примерно в 2 раза холоднее. Делаете вот с этих углов 1-0, вратарь вот он идет. 1-1, да, и там... В субботу команда Якутска по хоккею в составе сборной столицы выезжает на зимнюю спартакиаду народов республики. Соревнования пройдут в Алдане и Нерюнгри. Столичные спортсмены выступят во всех видах программы. В Нерюнгри это прыжки через нарты, метание аркана, хоккей, шорт-трек, горные лыжи. А в Алдане пройдут лыжные гонки, состоится соревнование по зимнему многоборью, биатлону, а также спортивное ориентирование. Что касается наших хоккеистов, то успехи их, в общем-то, незаметны. На фоне, триумфа, наверное, можно так говорить, без лишней скромности, малышей. И все-таки с настроениями на какое место едет взрослая команда Якутска? Если бы повезли пацанов на такой же турнир республиканский, наверное, спокойнее было бы, да? Да, в принципе, было бы спокойнее, потому что все-таки... Проверенные в бою уже. У нас уже есть опыт с малышами, нежели со старшими. Это первый турнир такой у нас будет на выезде. В основном мы всегда принимали здесь у себя дома. Если все-таки о взрослых говорить, вообще какие шансы в республике у нас? То есть у вас ведь наверняка были какие-то игры прежде? В принципе, у нас команда хорошая, молодая. 2 пятерки, ребята по 20 лет, 21 и пятерочка где-то около 30 лет ребята. Все довольно-таки ходят давно на хоккей. Опыт тоже хороший, но чуть-чуть нам не хватает практики этих соревнований, да, потому что мы здесь в своем котле варимся, а там Нерюнгри, Алдан, Мирный, Сербор, там они между собой играют и все-таки какие-то турниры устраивают, у них есть опыт и все-таки друг друга знают. Все-таки из потенциальных этих соперников будущей фурне кого-то вы знаете все-таки? Так как сейчас команды, по улусам будет, из каждого улуса по одной команде.
А Серебряный Бор и Нерюнгри — это получается один район, они делают сборную, поэтому самый главный соперник будет сборная Сербора и Нерюнгри. Самый сильный будет? Да, самый сильный будет, поэтому но мы рассчитываем на второе место. Как минимум. Как минимум, да. Мало ли, что-то, как повернется. А там уже, да, в принципе, шансы есть, будем играть, будем доказывать, что мы все-таки тоже здесь не зря катаемся. Ясно. Евгений Александрович, а вот еще интересно то, что в программе шорт-трек появился. Да. Вот это насколько неожиданно, скажем, для вас, например? Да, нам тоже оповестили буквально вот перед отъездом, сказали, что будете участвовать в шорт-треке. Но, в принципе, у нас ребята есть, пару человек, которые довольно-таки хорошо бегают, но на хоккейных коньках. В шорт-треке там немножко коньки другие. Но будем участвовать вот на хоккейных, посмотрим, какой результат будет. По соперникам, что можно сказать, в Мирном уже около года тренируются шорт-треком, значит, занимаются, поэтому самый главный соперник будет с Мирным, скорее всего, да. А в других вузах вообще других вузах, вот я пока, если честно, не знаю, там будут, видимо, выставят также хоккеистов, а они тоже пока там не занимались этим видом спорта. Ребята, вот то, что касается шорт-трека, вы как-то пробовали свои силы, там, может быть, как быстро бежите? Ну, я один раз пробовал засечь круг, вышло 25-23 секунды круг. Это много-мало, вот если, скажем, так сказать, иметь в виду В соревнования среднем такие темпе уже. это нормально, потом, чтобы под конец финиша прибавить. Игорь, у тебя как было? Ну, как бы я здесь уже в городе принимал участие в таких соревнованиях, как бы ну, здесь проводились на республиканском уровне соревнования по шорт-треку. Я становился как бы и первым, и в городе, и так вот, по своей возрастной категории. Давай я сразу же тебе такой вопрос задам. Там нерюнгринцы, мирницы были на этих соревнованиях? Ну, нерюнгринцы были, как бы, да, но там не представители именно шорт-трека, а хоккейного направления, то есть так же, как и я, да. Ну, кого-то боятся, это знаете. На соревнования не ездить? Конечно, волков боятся в лес не ходить. Ну ладно, удачи, ребята. Легкого вам льда, быстрого. Спасибо. И один вопрос все-таки про пацанов. Ну вот выступили сейчас на зоне, что дальше-то в этом сезоне, я имею в виду? Так, ну вот по маленьким вы имеете в виду? Да, конечно. Да, вот сейчас у нас 22-го сегодня уехали две группы. Группа Это Хабаровск, да? Да, с Леонидом Васильевичем поехала в Хабаровск и с Владимиром Тагировичем. Там, значит, у Владимира Тагировича 99-й, 2000 год рождения мальчики. У Леонида Васильевича постарше немножко. Значит, они поехали на третий этап зоны Сибири, Дальний Восток. Первый этап был в ноябре, второй в январе и вот третий сейчас в марте. На первый этап мы не попали, на втором заявили себе очень хорошо себе, первое место заняли, то есть сейчас третий этап будет решающий. Если мы занимаем первое место, то по итогам всех трех этапов мы, как бы, можно сказать, будем лидерами по Дальнему Востоку и Сибири. Ну что же, пожелаем нашим спортсменам удачных стартов и ждем их с победой 1 апреля. Ну, а мы с вами в предстоящие выходные дни ведь тоже не будем сидеть сложа руки. И я имею в виду не только подготовку к дачному сезону, что сейчас в эти дни неизбежно, но и те многочисленные мероприятия выходного дня, о которых мы сегодня вам уже рассказали. Встретимся в понедельник. До свидания.